Я задаю, собственно, тот же вопрос, который я Раз. задавал Гульнаре Ильясовой по поводу соотношения сибирско-татарского языка и татарско-татарского языка. Вы понимаете друг друга, когда говорите? Ну, конечно. Исәнмесез, туганнар, яхшымысыз. Мин Сибирь татар булсам да, Казан телене аңлайм. У нас вообще в Тюменской области проживает 150 этносов и субэтносов. 150. И одним из крупных после русского языка, после русского народа являются татары. Поэтому, наверное, время настало, чтобы уже издательства у нас издавали книги на сибирско-татарском языке. И в последние 7 лет мы очень много и плодотворно издаем книги на сибирско-татарском языке. Это одна из первых книг сибирско-татарского поэта Мин Сибир Татар Булат Сулейманова. Его уже нет в живых. Это в настоящее время у нас в Тюмени есть Союз сибирско-татарских писателей. И, наверное, вот Союз сибирско-татарских писателей, он плодотворно работает. И хочу сказать о том, что где-то лет 7, наверное, наши сибирские татары входят, наверное, можем так сказать, что одни из лидеров, наверное, выпускающих в издательство книги. И вообще сибирско-татарские писатели, они очень плодотворно о себе заявили вот последние годы. Как только начали издавать книги большинство, они также начали книги издавать на сибирско-татарском языке. И, наверное, очень это хорошо, что мы имеем свои издательства уже. Не могу сказать, что они вот нам подчиняются, но мы имеем туда прямой доступ и выпускаем эти книги. Кстати, несколько лет назад, когда в Москве появился фестиваль национальных литератур народов, я туда от Тюменской области вошла и была очень удивлена. И спрашиваю, кто меня рекомендовал вот в этот совет. Ну, все стали отказываться, что нет, мы не издавали. Потом я кое-как выяснила, что в связи с тем, что я вот пишу на русском языке книги, но рекомендовали меня в этот раздел, и я сейчас вынуждена переводить очень многих наших сибирских татарских писателей, и они очень плодотворно работают. Как в поэтическом направлении, так и в других жанрах они имеют книги. И одной из самых плодовитых я хочу назвать Галию Айбайдуллину. Она живет в городе Тобольске и является поэтессой, и в то же время она человек, который очень, наверное, плодовито, но и плодотворно работает в разных жанрах. И мне очень приятно, что мы в последнее время, работая с сибирско-татарскими писателями, наверное, очень далеко продвинулись. Я сегодня привезла, вот хочу вас после своего небольшого выступления угостить рыбой. Рыба сибирско-татарская рыба, карась называется. Карась, табан-палык. Карась? Карась, табан-палык. Куда бы я ни возила эти книги, рыбы, эти все всегда спрашивают, а ты нам рыбу караси привезла? И я всегда говорю, да, привезла. Но дело в том, что вот эта вот Галия Айбайдуллина книга, у нее возраст большой, но она очень, через каждые 2-3 месяца издает книги. Да, она в Тобольске, видимо, Тобольске как-то так благосклонно к ней относится, и у нее постоянно презентации книг, и постоянно вот она издает, видите, вот еще одна книга, это вот уже в этом году вышла книга, год назад она сдавала. И, наверное, это очень хорошо, что у нас появляется очень много
писателей, поэтов, которые вот пишут о себе. Видите, я даже привезла 3 книги, а у вас нигде будут оставить здесь их? Нет? Оставить? Да. Раз, Вы- два, три. Вы увезете в Москву к себе? Я в Москву, ну, понимаете, но я же не Это моя книга. Да. Это я лично вам одну из своих 9 книг привезла. Это празднично-обрядовая культура народов Тюменской области. Я преподавала в Институте искусства и культуры и вела один из этих предметов. Ну, И одну из этих книг своих я вам привезла. Сейчас я издаю 3-й том. А это вот книга Галии Абайдулиной, которая сейчас вот вышла у нас, в Москве вышли книги детская проза. Сейчас выходит проза для взрослых, и поэтому, я думаю, интересно ее, кто будет иметь книги московского издательства, пожалуйста, открывайте и находите этого автора, вот ее книги. Видите, у нее очень много книг разных, и она, я считаю, очень достойна для того, чтобы вот представлять нашу литературу. Ну, вот при этом, Она- я Да, сразу да, вас да. перебью, сразу спрошу. Но при этом мне, например, это имя не знакомо. Как Но сделать так, она чтобы оно вам было знакомо? не знакома, потому что она уже в возрасте и плодотворно начала работать последние, 7-8 лет. Ага. Она не имела выхода куда-то на большую арену писательскую, но вот последние годы вот только мне прислала, она буквально на днях, недавно, 4 новые книги. Мгм. Очень. Нет, ну я это как бы ей, понимаете, это не ей в укор. Это, кстати, вопрос, как делать так, чтобы вот авторы, которые вдруг так вот резко стартуют у себя на малой своей родине, Да. чтобы они стали известны по всей стране. Как это Я сделать? думаю, что Галия Байдулина будет известна. Она, во-первых, она издает твердые обложки, что очень хорошо. Во-вторых, она издает не только поэзию, но и прозу, и детскую, и для взрослых. Так что она будет, наверное, очень популярна, я думаю. Ну вот, например, вот стоит вот рядом с нами большой стенд издательства «Тат-книга». Кто? Да, который выпускает книги на Вот татарском здесь? языке. Ну вот он Здесь. прямо стоит. Да. Вот, вы, например, не можете предложить вот этим ребятам, чтобы они вот... Я, ребят, вот конечно, есть такой, да. могу предложить, но дело-то в том, что литературу они предлагают школам. У нас есть школы, 49 школ в области, которые изучают татарский язык в настоящее время, правда, по 1 часу языковому. Раньше было вот 2 часа в школах, сейчас 1 час. Но ее изучают дети. Изучают вот в современной литературе, они упоминаются, они изучают. Что касается книги вообще о разных жанрах, вот наш Конгресс татар Тюменской области издал несколько лет назад такую книгу «Татары Тюменской области. История, современность» на русском языке, для того, чтобы... Вот я сюда тоже вхожу в редакционный совет, и для того, чтобы вот русский человек или люди, которые не умеют читать на татарском языке, открывали и все изучали, и образование, и просвещение, и социологию, и, все, и этническую литературу, то есть книгу. Что касается Булат Сулейманова, это уже считается нашим классиком сибирско-татарского языка. Булат Сулейманов. Он учился когда-то в Казани, начинал свою писательскую деятельность, будучи студентом в Казани, но вот сейчас его уже везде цитируют у нас в Тюмени, и, по крайней мере, он у нас такой вот, как в авангарде, можно сказать. Что... Простите, но он писал на сибирско-татарском языке, да? Он писал сначала, вот это я привезла на литературном языке казанском, он Так. учился в Казани, а в последние годы перед смертью он уже писал на литературно-сибирско-татарском языке. Понятно. Мгм. А на русский язык его А на тексты русский произведены? язык и его многие наши поэты, кстати, один из русских поэтов, который в Тюмени перевел его стихи, был Владимир, русский человек, Владимир Гущин. Ага. Так что он очень популярен. И первую премию, которую мы учредили в Тюмени лет 7-8 назад,
за разных сферах и в общественной деятельности, и в литературоведческом. Мы дали его книги перевода вот этого Кущина. Потому что мы считаем, что человек русский, который перевел стихи сибирского татарского поэта Булат Сулейманова и чтил его, и пропагандировал его, конечно, он сделал благое дело. И мы считаем, что вот Булат Сулейманов, конечно, он классик сибирско-татарской. Классик. А здесь в этой антологии он представлен? Он в этой антологии не представлен. Это у вас поэзия? Поэзия, в да. этой антологии представлена только Галия Байдулина и Клара Кучковская. Потому что этот год, тогда, когда они выпускали, это были первые такие какие-то движения. И вот мы отправили несколько стихов вот этих двух поэтесс. И считаю, что Галия Байдулина здесь очень достойно представлена. И считаю, что вот детская литература выйдет, которая тоже в такой же антологии уже вышла. вышла. Она уже вышла действительно полгода назад. Сейчас уже выходит для взрослых. Там тоже есть ее произведения для русского читателя. Так что вот. Вот. А может быть, вы что-нибудь прочитаете из того же самого... Вы знаете, я не буду читать, потому что читать должен автор. Он же не может. Не автор, нет. Я просто рассказала, чьи книги почитать, чьи вы книги приобрести. И вот из стихи литературы детской, которая выйдет о Байдулиной, переведены мною. Ага. Мною. Но я над ними так корпела, так переводила, потому что я 2 вуза закончила в Ленинграде и в Ташкенте. Поэтому я изучала, конечно, не русский язык, в смысле не на русском языке, но я владею своим родным языком. От бабушек, от родственников, от родителей я владею. Может быть, и вот поэтому меня и правительство и внесли в эту антологию. Так что, если вы не против, я бы вам хотела подписать эту книгу, вот эту, празднично-обрядовую. Давайте, конечно. Давайте. И еще, вы пока не разбегайтесь, я угощу вас рыбкой, карасями. Опасная вещь карась, потому что требует много воды. Или не обязательно воды. Любая рыба требует воды. Ее нужно есть очень аккуратно. Очень аккуратно. Давайте ручку какую-нибудь. У меня только, к сожалению, у меня только карандаш. Я сейчас искал, все ручки остались дома. Вот, скажите, пожалуйста, пока ищут ручки, вот для меня, как для неграмотного журналиста, а когда вообще татары попали в Сибирь? Вот когда вот отделился сибирско-татарский язык? Нет, что вы. Русские попали в Сибирь позже сибирских татар. Я понимаю, я поэтому После спрашиваю. Кучума попали. Во времена Кучума, когда Кучум приехал со своими предводителями и просветителями из Средней Азии по шелковому пути, появились в Тюменской области и селились. Кстати, они селились не в городах, а дальше от городов. И они вот привнесли, наверное, писали это же на арабском языке. Ага. И привнесли знания именно из Средней Азии. Вот, например, мой род, отец у меня из татар, которые из Средней Азии, а мама моя из территории, где Урало-Поволжские татары. То есть, а вот казахские татары, они пришли в Тюмень, в Тюменскую область, где-то в конце 18-го, начале 19 веков. Так что история, конечно, вот это я рекомендую вам почитать. Здесь очень много историй, очень много этнической истории и этнографии и все такое. Имя, отчество, напомните мне ваше. Михаил, может без отчества Михаил Визель. Вот, пока идет раздача автографов и прочих слонов, вот, я хочу еще раз сказать, что здесь в этой антологии здесь представлено 3 татарских языка. Представлен, собственно, татарский язык
Татарстана, где мы сейчас, где вы живете и где я сейчас нахожусь, представлен крымско-татарский язык как отдельный и представлен сибирско-татарский язык как отдельный. И я знаю просто, что это вообще вызывало, кстати, оживленные споры на стадии создания этой антологии. Надо ли их выделять отдельно или не надо выделять отдельно. Все-таки решили, что нет, выделяем как отдельные языки. 7 лет назад вошли в индекс международный индекс мы завоевали сибирские татары. А те, кто вошли в международный индекс, они все попали в книгу. В книги наши вот эти антологии. Поэтому надо и не надо, конечно, нужно было уже просто их нести. Вот, и я, конечно, вот когда я впервые эту книгу увидел, еще в макете, еще, кстати, в виде PDF, ну, точнее, я когда ее увидел в виде файла PDF, ну да, там круто, да, большая книга, много авторов. А когда я увидел ее живьем, кстати, физически, я просто обомлел. У меня подкосились руки от тяжести и ноги вообще от восторга вообще, что такая книга. Ну, такая она очень история. объемная. Да. У меня даже вот ректор, когда я ему принесла, он говорит, это мне? Я говорю, нет, это только тем, кто имел отношение. Он говорит, ну, я тоже люблю сибирских татар, и вообще мне бы эту книгу тоже. Я говорю, вот поеду в Москву, возьму для вас. А вообще, конечно, вы делаете благое дело, что уже вот 3 книги будет. Ну, это я должен, кстати, отклонить ваш комплимент. Я к этому имею довольно косвенное отношение. Да. Я знаю этих людей, я ими восхищаюсь, но... Ну, хотя, да, вот в детском 2-м томе я там пару стихов перевел. Меня попросили, я там тоже... Так что, да, вы тоже имею отношение. Ну, я и тоже имела в виду отношение какое-то или перевода, или каких-то вот, может быть, вот в детской литературе я полностью там перевела одну прозу для детей. То есть мы ездили в Москву, приезжали в Москву, мы участвовали, и я у наших стендов тоже водила экскурсии, рассказывала и показывала вот этих наших авторов. Дело в том, что, конечно, это очень интересное дело. Я никогда не думала, что я начну заниматься вот литературой. Я была почти всю свою жизнь вот доцентом, я была преподавателем, и когда я начала заниматься, чертыхалась, ругалась тому человеку, кто меня порекомендовал это, а потом чего-то я до того вошла в это русло, и уже вот 4-й год я занимаюсь этим, так что я очень довольна и считаю, что для своего народа что-то надо делать. Да. Делать нужно полезное, поэтому наше дело с вами очень полезное. Да. Ну что ж, после слов о пользе надо поаплодировать, конечно, и можно перейти к рыбке, к вопросу о пользе.